Пока на этом месте заросший пустырь, но уже в середине сентября в рамках народного бюджета для маленьких жителей Заречья вырастет настоящий детский городок. Новую площадку жители просили давно, ведь в поселке, который во время весеннего паводка превращается в Венецию, проживает немало семей с детьми, а гулять негде, разве что здесь, с проверенными временем советскими конструкциями. Тут и играют обычно, да, вот тут в этом месте. А тут машины ходят. Они чуть выйдут на дорогу, ведь тоже страшно. Для новой площадки игровое оборудование уже заказали. Это будет стандартный универсальный комплекс с качелями, домиком, песочницей, спортивными снарядами. И для малышей, и для детей постарше. Цена проекта 350 тысяч, средства из республиканского и местного бюджетов. Жители тоже внесли лепту, собрали 10 тысяч. Денег хватит на одну скамейку и урну. На выбранном месте будут осуществляться работы по снятию верхнего плодородного слоя почвы, укладки геотекстильного материала для того, чтобы не прорастала сорная растительность, и завоза свежего, чистого песка, ну и, соответственно, планировка территории. В рамках второго муниципального контракта будут осуществляться работы по закупке, доставке и непосредственно монтажу на месте детского игрового оборудования. А это излюбленное место школьников Эжвы – детская библиотека «Алый парус». Сегодня в читальном доме идет капитальный ремонт. Замена потолков, полов, косметический ремонт за свой счет. Зато крыльцо обновят на грант народного бюджета. Старое демонтировали еще неделю назад. Сегодня подрядчик готовит металлический каркас. К 15 августа обещает работы закончить. Крыльцо уже очень старое, у нас бетонное, оно просело, и был очень высокий порог, дети не могли двери открывать, поэтому приходилось помогать, открывать. Вот. И разный размер крылечек уже был, ступенек. Вот. Поэтому надо было сделать нам вот это крыльцо, чтобы любые дети могли зайти к нашу библиотеку, убрать вот порог этот высокий, чтобы пандус установить, чтобы у нас много детей ходит, те, которые плохо ходячие. Центр Коми-культуры уже заметно преобразился. В большом зале и фойе поменяли потолки, покрасили стены. Осталось отремонтировать санузел и оформить помещение в орнаменты национальных культур. Стены не сами будут разрисованы, будет, как сказать, закреплены стенды, по-моему, с полипропилена, что-то вот такой материал, на которых будут изображены фотографии и наших национальных объединений, вот только их фотографии, да, и фотографии тех национальных мероприятий, которые мы делали, и в которых, например, районные мероприятия, городские у нас объединения участвуют, и участие вот этих объединений в таких масштабных мероприятиях тоже вот фотографии сделаем коллажом. Именно в этом зале национальные объединения, татаро-башкиры, прибалты, украинцы, чуваши смогут проводить фестивали, мастер-классы. Обновленный центр свои двери откроет в аккурат ко Дню Республики. Елена Конан, Валик Касрамин, телеканал Юрган.